Исәнме садуслар! Всем здравствуйте! Это канал Татарский вперед. Меня зовут Алсу, и здесь мы изучаем татарский язык. Сегодня поговорим о том, как чаще татарский язык преподается в школах. На самом деле снять данный видеоролик меня подтолкнула одна ситуация. Пару дней назад, в час ночи, мне пришло сообщение от моей ученицы. Алсу апа, здравствуйте. Я не могу сделать домашнее задание по школе на завтра. Я не понимаю, что такое ударные гласные в корне слова и мягкие согласные. Я перечитала это сообщение пару раз, и мне стало грустно. Почему 9-летняя девочка вместо того, чтобы говорить на родном прекрасном татарском языке, вынуждена заучивать сложные термины так поздно ночью? Я не против правил, но все же, для чего третьеклассникам, которые пока только осваивают простые фразы о себе, давать фонетику языка в таком усложненном варианте? Детям стоит говорить такие простые фразы, как «Мин мектепте окуим», «Я учусь в школе», «Минем песием бар», «У меня есть кошка». Но опять-таки, вместо этого им дают правила, таблицы и схемы на заучивание. Это и есть наша основная ошибка. Мы пытаемся научить татарскому языку не через реальную речь, а через анализ. И это не единичный случай. Довольно часто в учебниках татарского языка сразу же после темы алфавит идет тема падежи и спряжение глаголов. Давайте вспомним, как мы осваивали татарский язык и другие языки ранее. Никто никогда не учил детей спряжением и склонением в их 8 лет. Представьте такую ситуацию. Бабушка и внук сидят в деревне на улице. Бабушка показывает на кошку и говорит «песи». И ребенок это запоминает. Бабушка показывает на молоко и говорит «сет». И ребенок повторяет за ней. Далее она составляет простое предложение. «Песи сетнеще». Кошка пьет молоко. Но ребенок уже понял это без перевода, потому что он знает слова, а также видел эти объекты в реальной жизни. Что же мы видим сейчас? Перед тем, как идет освоение речи, наоборот же стараются дать детям на освоение таблицы, схемы и спряжения. Это в корне неверно, ведь сначала, естественным образом, мы осваиваем язык, понимаем и говорим на нем, а уже далее, впоследствии, можно было бы и разобраться, что и почему устроено так. Мы видим сейчас такую картину. Дети жалуются. Татарский язык скучный, неинтересный. Дети не понимают, как отвечать и выполнять домашнее задание. Родители, приходя домой, не знают, чем помочь. А учителя преподают по программе и не могут отклониться от нее, потому что так идет по плану обучения детей на год. И это большая проблема. Таким образом, дети не осваивают язык, а наоборот вырабатывают усталость и неинтерес к нему. И это тема, которая требует нашего большого внимания. Я много думала над этим вопросом, и для того, чтобы освоение татарского языка вами было более эффективно и быстро, а главное продуктивно, я создала свой видеокурс для начинающих «Татарский язык для вас». Занимаясь по нему дома самостоятельно всего 5 минут в день, вы ставите базу татарского языка, а значит готовы к реальной речи и новым коммуникациям. Всех продолжающих и продвинутых, желающих практиковать наш прекрасный татар-теле, приглашаю на индивидуальные или групповые уроки. А также каждое воскресенье в 10:00 мы собираемся в нашем языковом разговорном клубе. Вся информация о видеокурсе и записи на занятия в комментариях к этому видео. Друзья, а что думаете об этой теме вы? Напишите ваше мнение в комментариях. Парызда оңышлар, друзья! Всем удачи!